Израиль совершил наиболее ужасное преступление в своей истории. Если смотрите это видео, посмотрите до конца, и вы узнаете, как Израиль снова врет. Более 1000 убитых и раненых в результате обстрела больницы в Газе. Самое большое количество жертв в одном ударе с момента Накба и до сегодняшнего дня. Израиль сначала гордился и признавал, а теперь подделывает и отрицает. Как? Почему? Смотри дальше. После признания израильского журналиста в области безопасности об этом событии. Атака Израиля на госпиталь Маймонит. Армия уничтожила его. После официальных сообщений о воздушной атаке и после оправданий тем, что в больнице есть террористические ячейки, появились ужасные фотографии с большим числом погибших. Здесь Израиль осознал возможное юридическое преследование за военные преступления и искал выход. Ну как? Через ложь. Официальные израильские аккаунты начали публиковать данные для оправдания себя от обвинений, включая аккаунт Израиля, принадлежащий Министерству иностранных дел, который опубликовал видео. Для оправдания обвинив палестинцев во взрыве больницы. Представили на этот раз видео. Ох, такая честность. Видео гениально доказало, что взрыв произошел из-за ракеты внутри Газа, а не из Израиля, но затем оно было внезапно удалено. Тут я воспользовалась помощью команды «Не верь». Их специалисты провели расследование и анализировали видео. Выяснилось, что официальное видео Израиля, представленное как доказательство их невиновности, содержит 3 сфабрикованных и смонтированных фрагмента. Первый фрагмент показывает ракетную атаку из Газы, но в нем видны перекои во времени. Второй фрагмент записан за минуту до первого, а третий имеет совершенно другое время. Это поднимает вопросы о подлинности видео, которые они представляют как официальное доказательство бомбардировки больницы Мансур спустя не менее часа после предыдущей атаки за полдня. Израиль сфабриковал 3 официальные версии. Сначала хвастался атакой, затем отрицал, затем обвинила другую сторону, а затем признала, что они атаковали, но не все места мы атаковали, только места сбора. Но погоди, почему Израиль так поступает? Израиль осознает, что вовлечена в преступление. Израиль смешивает противоречивую информацию, распространяет ее быстро, чтобы запутать людей и предотвратить опровержение этой информации, а также отвлечь внимание от преступления, создавая множество рассказов. Израиль часто атаковал больницы, совершив 70 документированных массакров даже по признанию израильских историков. Израиль родился в массакрах и лжи и продолжает их совершать. Раскройте ложь оккупации, остановите продолжающиеся массакры.